Алтайского телевидения стартует новый проект под названием «Детское время». И мы его ведущие Милана Семерякова и Бахтияр Мансуров будем рассказывать вам о самых ярких событиях и о том, чем живет и интересуется подрастающее поколение нашего города. Бахтияр, совсем недавно вся страна отмечала самый добрый и волшебный праздник – Новый год. Скажи, а какие ассоциации возникают у тебя при упоминании Нового года? Волшебное, сказочное настроение, подарки, запах мандаринов и елки. Да, а еще это возможность весело провести время, катаясь на горках, на коньках и лыжах во время зимних каникул. Бахтияр, я знаю, что и ты посещал ледовый городок на Центральной площади. Наверняка опробовал все горки, оценил скульптуры и каток. Конечно, Милана. Думаю, что все юные жители нашего города провели свои каникулы именно возле главной елки Сибая. И, как говорится, я там был. Мед, конечно, не пил, а вот с ребятами пообщался. Давайте тогда посмотрим и узнаем, что для мальчишек и девчонок все же значит Новый год. Вот и отшумели новогодние праздники и салюты, и мы спешим узнать у наших юных горожан, что для них значит Новый год, как и с кем празднует наше подрастающее поколение этот самый волшебный день в году. Давайте у них это и узнаем. Новый год — это когда подарки дарят друг другу, счастье, когда Дед Мороз приходит, подарки дарят. Это дедушка с бабушкой, которые издалека приходят, стихи рассказывают друг другу. Елка украшена, повсюду гирлянды, игрушки и выход на площадь, чтобы посмотреть фейерверк. Для меня Новый год – это когда все близкие собираются за одним столом. Еще Новый год – это подарки, салюты, фейерверки, мандарины и праздничное настроение. Новый год – это веселый праздник, подарки от души, от родных и близких и просто хорошее настроение. Гадалки, снег, снежинки, стихи. Снег кузится за окном, принесли мы елку в дом. Садики повесили, сразу стало весело. А за елкой Дед Мороз мне мешок конфет принес. Будем петь и танцевать, будем Новый год встречать. Что для тебя Новый год? Это праздник. Мы провожаем старый Новый год, вспоминаем моменты хорошего. В общем, проводим старый год. Ждем Деда Мороза. Вот что для меня значит Новый год. Спасибо. Новый год – это много подарков, много веселья, это семейный праздник. Можно сходить на елку, получить много радости, веселья. Все. Что для тебя такое Новый год? Ну, Новый год – это праздник веселый. Можно с ним отмечать с кем хочешь, с родителями, с друзьями, с родственниками. На Новый год можно прокатиться на санках, на горке, на лыжах покататься, на коньках покататься. И еще Новый год это очень сказочный день. На него приходит Дедушка Мороз. Как говорится, он живет в Устюге. Но некоторые в него не верят. К вам в садик приходил Дедушка Мороз? Да, подарки принес. Весело было? Да. Маленькой елочки холодно зимой, и здесь елочку взяли мы домой. И здесь елочку взяли мы домой. А с вами был Бахтияр Мансуров, специально для детского времени, телекомпания СТВ. Милан, ты, наверное, знаешь, что прошлый год был годом кино в России? Да, конечно, представляешь, мне даже посчастливилось побывать на одном из спектаклей и взять интервью у юных талантливых ребят. Давайте посмотрим, как это было. Хватит, милый, веселиться, начинать пора учиться. Сказка «Ложь», давний намек, добрым молодцам урок. В лицее номер 9 состоялся первый показ спектакля по мотивам повести сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Мероприятие прошло в рамках Года российского кино и посвящается 80-летию сказочной повести о забавных приключениях деревянного человечка, который с удовольствием читает не одно поколение детей. Необыкновенная история приключений Буратино и его друзей учит ребят быть порядочными, отзывчивыми, уметь отличать добро от зла,
ценить истинную дружбу и всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Замечательное сказочное представление было подготовлено учащимися лицея под чутким руководством Минзали Исхаковой. На протяжении месяца ребята репетировали, оттачивали мастерство актерской игры на сцене, совсем как настоящие лицедеи театра. Вы должны смеяться, когда он плачет. Я вам сейчас покажу. Это еще кто такой? Немного страшно было, роль учить легко, если ты хорошо запоминаешь. Если ты проявляешь интерес к этой сцене, то ты быстро, и тебе даже будет не страшно играть на сцене, ты быстро выучишь слова. Как вы считаете, вы похожи на своих героев? Думаю, Чуть-чуть. да. Я тоже думаю, да. Ну да, так как поскольку мы все хорошо выучили и готовились, и нас так хорошо одели, думаю, да. Это ваш первый опыт на сцене? Нет, не первый опыт. Именно в роли спектаклей, возможно, у кого-то первый раз. Большие спектакли уже, которые больше часа, это первый раз у нас. А так на сцене бывали много раз. Играли несколько спектаклей. Мы не только в школе их показывали, но и выходили в библиотеки на разные мероприятия. Ну, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо нашему библиотекарю Минзали Зинуевне, которая нам организовывает уже не в первый раз. И мы выступаем не только, как сказала Катя, в пределах школы, но и, конечно же, и в других местах. Спасибо большое. Ребята, конечно, молодцы. Я рада, что спектакль у нас получился. Позитив. Ну, есть над чем работать, но в общем и в целом мы довольны. Музыкальное сопровождение профессионально и со вкусом оформил учитель музыки Михаил Яковлев. Для кого-то из детей это публичное выступление было впервые, но громкие аплодисменты, искренность и теплота, которой зрители встречали юных артистов, помогли им справиться с волнением. Сказка о доброте и зле, о смелости и настоящей дружбе очень понравилась зрителям, учащимся, педагогам и родителям. Благодарность постановщикам и участникам спектакля, бурные овации из зала. Окунаясь в атмосферу подобных мероприятий, в очередной раз понимаешь, что добро побеждает зло, и об этом забывать не стоит. Милана Семерякова, Оксана Михайлова, Елена Афанасьева. Специально для детского времени, телекомпания СТВ. Да, действительно, Милана, отличный добрый спектакль, хорошая игра актеров. Известные фигуристы Лиза Туктамышева готовятся к универсиаде, Саша Петров к юношескому чемпионату мира, а Каролина Костнер к чемпионату Европы. А наши сибайские юные фигуристы оттачивают свое мастерство в преддверии соревнований в Ижевске и Кургане. Да, а еще в феврале в Сибае пройдут масштабные соревнования по фигурному катанию. И наш Ледовый дворец примет сильнейших спортсменов республики и многих других областей России. Как готовятся к этим соревнованиям наши сибайские звездочки, мы расскажем вам в следующем репортаже. Смотрим! Успех и медали в любом виде спорта ждать приходится годами, но сибайские фигуристы стали ближе к своей мечте. С 19 по 20 января в Ледовом дворце молодежный города Ижевск пройдет 12-й всероссийский турнир «Ижевская снежинка». Данные соревнования проводятся в Ижевске с 2005 года. За все время существования турнира в нем приняли участие более 1500 юных спортсменов из 40 городов России. В состязании 2017 года принимают участие юные фигуристы 2004 года рождения и младшие из городов Волгоград, Екатеринбург, Казань, Курган, Набережные Челны, Тольятти, Уфа, Челябинск, Ижевск. Всего более 100 спортсменов. Покорять ижевский лед отправятся и сибайцы-воспитанники Ледового дворца «Ирандык». Фигуристы у нас трудолюбивые, занимаются практически каждый день, не пропускают тренировки. Даже несмотря на то, что задают очень много уроков в школе, но все равно они преданы такому прекрасному виду спорта. Сейчас проходит подготовка к таким стартам, как Ижевская снежинка, которая пройдет в городе Ижевск, открытое первенство Курганской области. И, конечно же, открытое первенство города Сибай, который пройдет 24 по 26 февраля 2017 года. Конечно же, хотелось, чтобы спортсмены показали свой максимум.
Соревнования проводятся в одиночном катании. Победителей и призеров определят по наивысшей сумме баллов в каждом разряде. По словам организаторов, ребята, занявшие места на пьедестале, будут награждены медалями, грамотами управления по физической культуре и спорту. Ну а чемпион состязаний получит главный кубок. Помимо этого, все участники удостоятся памятных подарков. У меня есть своя произвольная программа, она рок-н-ролльная. У меня есть один каскад, ридбергер, подскок, аксель. И еще у меня есть прыжок с альхов, комбинированное вращение, которое состоит из ливелы, сидсайд, бильман и апрайт стрейт. Потом у меня идет самый трудный для меня прыжок в программе, это флип. У меня есть мечта, я хочу стать чемпионкой мира и стать известным тренером. Еще я хочу, чтобы моя мама и папа всегда были рядом со мной. Это мои не первые соревнования, я совершенно не волнуюсь, потому что я уже много на каких соревнованиях участвовала в Уфе, в Челябинске, в Екатеринбурге, Кургане, Оренбург. Везде, можно сказать, ездила. Сейчас фигуристы готовятся к стартам во всероссийском турнире «Ижевская снежинка». Но уже в феврале в Сибае будет проводиться открытое первенство города по фигурному катанию на коньках, где ожидается участие фигуристов не только из республики, но и из соседних областей. Обязательно следите за новостями этого увлекательного и красивого вида спорта. Приходите и поддержите наших ребят. Милана Семерякова, Елена Афанасьева, специально для детского времени, телекомпания СТВ. Вот так было заполнено детское время у сибайских подростков в первые дни Нового года. И мы дальше продолжим следить за жизнью своих сверстников и рассказывать вам, уважаемые зрители, что нас, мальчишек и девчонок города, больше всего интересует. Ну а если вам есть что нам рассказать, то обращайтесь в группу программы «Детское время» в социальной сети ВКонтакте. Мы обязательно детально снимем и покажем в эфире СТВ. И на сегодня все. В студии работали Бахтияр Мансуров и Милана Семерякова. Всем пока!